Даже, скажем, вы не поймете, из чего это сделано. Так казанский студент Георгий Докукин взял древесину, доработал дедовский метод и изобрел новый материал. Название пока не придумал, но суть в том, что дерево получило свойства металла. Может даровать подшипникам трения-качения, трения-скольжения новые характеристики, допустим, высокая температура, опять же, виброустойчивость, невозможность внезапного разрушения. Это довольно сильная задача для промышленности. Еще один победитель конкурса — коллектив Кукмарского детского сада. Здесь придумали уроки труда и изготовили для них специальные инструменты. Теперь в старших группах дети учатся строгать, шить и валять валенки. Им очень нравится. Они даже ждут, когда, например, мы начнем собирать машинки, когда начинаем, например, шкурить эти деревянные бруски. Девочки не могут дождаться этого времени, когда они возьмут иголки в руки и начинают шить. В этом году на конкурс 50 лучших идей заявились без малого 2000 человек, в том числе и школьники. Боролись за гранты в 9 номинациях. Треть проектов были посвящены образованию. Много идей родилось на тему сельского хозяйства, экологии, информационных технологий. В духе времени и поручений Владимира Путина появились и предложения в новой номинации «Цифровая экономика». Парень из Якутии, аплодисменты ему. Как отметил Рустам Миниханов, с такими проектами не стыдно выходить и на мировой рынок. Вроде бы начинали, все было так очень примитивно. Вот 14-й год подряд уже мы видим, какие интересные, мощные проекты. Эти проекты, они не могут замыкаться контуром только республики. Мы должны смотреть глобально, как привлекать, так и продвигать наши проекты по всему миру. Сегодня поощрили 160 авторов лучших идей. Всего, как отмечают, в этом году стало больше проектов, которые могут перерасти в целый бизнес. Помочь в этом может еще один конкурс – программа «Идея 1000». Если раньше мы могли поддерживать компании, скажем, и давать им до 6 миллионов рублей для развития их проектов, то на сегодняшний день они могут получать до 20 миллионов рублей. Инновациям в Татарстане хотят дать еще больший финансовый импульс. Об этом сегодня правительство республики подписало соглашение с российскими партнерами в этой сфере. Дмитрий Аренин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.